Около 2000 человек, больше 700 единиц техники и 33 судна. Так, в Татарстане продолжается стройка скоростной трассы М-12. В перспективе она соединит 5 регионов страны. Как идут работы, сегодня оценил Рустам Миниханов. Строительство идет круглосуточно, по графику. Возведены 24 искусственных сооружения. Всего на татарстанском участке их будет 41. Продолжается возведение моста через Волгу. Устанавливают опоры. Началась надвижка пролетного строения. Это участок трассы длиной 71 километр. Уже освоено больше 40 миллиардов рублей, докладывают президенту. Совещание по трассе М-12 он провел в селе Кирби Лаишевского района. Когда летали, до Свияги, там ничего еще у нас не было. Марс, помнишь? Да. Да. Сегодня все искусственные уже сооружения в заделе или уже сделаны. Видно, что очень большая работа ведется. Ну, впечатляет. Впечатляет, и я очень удовлетворен, что мы сегодня вот вместе смогли облететь. Еще один важный федеральный проект – участок трассы М7 «Волга» с обходом набережных Челнов и Нижнекамска. Эта дорога улучшит транспортную доступность в республике и разгрузит трафик по плотине Нижнекамской ГЭС. Совещание о ходе строительства президент провел у села Шингальчи Нижнекамского района, но сначала пообщался с дорожными рабочими. Пока строительный сезон, вот такое лето – это самое время, надо задел сделать побольше. Напомним, строительство трассы М7 проходит в 3 этапа. Сейчас работы идут на участке протяженностью почти 24 километра. Здесь готовят территорию для строительства, возводят производственные базы и завозят материалы. Хочу отметить, что здесь огромная поддержка республики в решении всех вопросов. Спасибо большое. Но Минтранс республики практически участник нашей этой работы, участник этих штабов. И все, что возникает на стройплощадках, снимается моментально. Сейчас на проекте задействовано 144 единицы техники и больше 300 рабочих. Проложили уже 7 из 30 водопропускных труб. На 7 будущих мостах через мелкие реки и ручьи сооружают опоры. Мы нашу мечту воплотим в реаль. Вот это узкое горлышко, плотина, она была очень серьезной проблемой. Как ожидается, новые скоростные участки федеральных трасс подстегнут в Закамской зоне и развитие малого бизнеса. Небольшие дорожные гостиницы, кафе, магазины – все это дополнительные рабочие места и налоговые поступления. Я так полагаю, предприниматели будут искать лучшие места, и там обязательно разовьется все. И как сопутствующие техническое обслуживание, ремонт, продажа каких-то запасных частей, естественно, заправки дополнительные. Скоростной участок трассы М7 «Волга» планируют достроить в октябре 2024-го. В этом же году планируют сдать и татарстанский участок трассы М12. Юлия Гоголева, Марат Саидгараев, Давид Абдуллин, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.